А вот для кого действительно экономически невыгодным был этот год, так это для аграриев Башкортостана. Катастрофа, не иначе. Именно так фермеры называют небывалую засуху. Только подумай, Лина, пострадало почти 600 тысяч гектаров земли. Для сравнения, это почти 850 тысяч футбольных полей. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Да, но беда этим летом пришла не одна. Жара уничтожила не только посевы и леса. Почти 450 пожаров по всей республике. Еще в памяти жаркое лето 2010 года, но даже тогда огонь не свирепствовал настолько сильно. Да, природе Башкортостана в этом году досталось. Высохли многие реки и озера, другие обмелели. Я, если честно, проезжая мимо крупных некогда водоемов, просто не узнавал их. Как республика пережила это аномальное лето и может ли ситуация повториться в следующем году, расскажет Анастасия Чебаева. На первый взгляд кажется, что эти молодые сосны словно покрыты ржавчиной. На фоне белого снега выглядит особенно красиво, вот только эти деревья уже мертвы. Здесь произошел в июне первый летний лесной пожар в Хайбулинском районе. Тогда еще никто не подозревал, что это только начало горячей поры 2021-го. Поэтому обрадовались. Дети говорят, собака говорит, если не лает. Ну-ка, нельзя. Кит-кит. Громогласный и строгий обычным чужакам пес нас и вправду принял тепло, как и сама хозяйка дома. Может быть, потому что летом он нас видел здесь часто. Разяря Ямалединова добровольно отдала свой дом под штаб и приют огнеборцам. В молодости она сама не раз вместе с детьми тушила лесные пожары. Старенькую летнюю кухню, на которой за сутки по несколько раз кормили около сотни человек, оказывается, незадолго до пожара собирались разобрать. Не успели. Сейчас здесь кажется непривычно тихо, а во время лесных пожаров двор ни минуты не пустовал, как и стол. Ну, после пожара, конечно, я болела. У меня ноги болели. Но все равно я довольна, что помогла людям. Потому что это моя деревня. Понять, что стоит за цифрами в ежедневных сводках о новых очагах возгорания, можно было с воздуха. Горела вся республика. От пожара пострадали более 15 тысяч гектаров леса. Самая большая группировка сил МЧС и волонтеров была сосредоточена в Хайбулинском. Там пожар бушевал на стыке 3 районов. Огонь загоняли в ловушку встречным палом, чтобы потоки ликвидировали друг друга. А вот в Белорецком районе рекордсмене по горящей площади эту тактику было не применить. 68 очагов почти на 5000 гектарах. И это при том, что подобраться к ним было практически невозможно. Валим в тех местах, где есть угроза перехода. Отходи! Самое удобное транспортное средство вспыхивает, как порох. Картина очень страшная. Это пепелище. Трактористы сутками не спали, чтобы среди густого леса и каменных валунов смогли проехать спасатели и волонтеры. Добровольцы прибывали не то что со всей республики, со всей страны. Выходцы из Башкортостана возвращались домой, чтобы вместе отстоять у огня родные земли. Буквально на 2 машинах сейчас с волонтерами прибыли на место тушения пожара. Хотим внести хоть какую-то свою лепту в это общее благое дело. Пока кто-то защищал лес от огня, другие способствовали его уничтожению. Нашлись некоторые товарищи, не потушенный окурок, движение, например, транспортных средств без искрегазителей в каких-то сухих местах. Если стекло лежит, она сфокусирует, может, солнечные лучи и возгорение. Такая погода, которая сложилась, она давала сухие грозы. То есть удар молнии в хвойное дерево, возникновение пожара, распространение огня на лесные массивы. Аномальная жара наблюдается в республике с начала мая. Аномальная жара и чрезвычайный класс пожароопасности. В Уфе побед абсолютный температурный максимум. В Уфе зафиксирован новый температурный максимум. Так часто фразу «побед температурный рекорд» в эфире наши дикторы, наверное, еще никогда не произносили. Уже в мае в Башкортостане заявили о возможном введении ЧС, а аграрии измеряли расщелины в растрескавшейся от засухи земле. По потенциалу он должен быть вот такого размера, то есть в 2 раза больше. Пострадали все культуры, даже неприхотливая кукуруза и вроде бы устойчивый к засухе лен. Скотина осталась без корма, а фермеры без средств даже на оплату кредитов. Но с такой сильной засухой еще не сталкивались. Хотя уже
Ряда 10 лет, наверное, за Урале засуха стоит. Но как в этом году, чтоб с апреля засуха началась, такого не было. Урожай собрали почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Возместить ущерб смогли аграрии, которые застраховали свои посевы, а это всего около 6% фермеров. Правительству республики пришлось вводить меры господдержки. Мы недополучили 25 миллиардов рублей, которые мы ожидали. Первое, мы сегодня уже выплатили, это поддержка сельхозпредприятиям, которые производят и продают зерно. Вторая поддержка новая – это 50% возмещения затрат на приобретение кормов для животноводства. До критического уровня опустились и главные водные артерии республики. Уровень реки Белой достиг самой минимальной отметки за всю историю наблюдений, а это более 130 лет. И это последствия не только палящего солнца, но и не слишком снежной зимы и обледеневшей почвы. Паводок у нас получился, это только если сам по себе он получился ниже нормы. Это получается уже воды-то мало, а так как уже с середины мая начался засушливый период и осадков выпало очень мало за весь период лета, и русловые запасы тоже стали понижаться, потому что грунтовка тоже уходила уже глубоко вниз, там же своя река еще. По температуре воздуха и по количеству выпавших осадков, говорят эксперты, сезон был засушливее, чем в 2010-м. И, к сожалению, по их прогнозам, климат в наших краях будет меняться и дальше. Но на то, как мы переживем следующее лето, будет влиять день сегодняшний. Аграрии в полночь точно загадают побольше снега. Анастасия Ильчебаева. Итоги года.